Всем привет, друзья! В эфире программа «Пропеллер». Сегодня у нас выпуск, посвященный татуировкам и изобразительному искусству. И поэтому в гости мы позвали необычного человека, тату-мастера Надежду. Привет! Привет! Да виделись уже что-то. Как ты начала заниматься татуировкой? Это было 1,5 года тому назад. Я работала продавцом-консультантом в одном магазине большом в другом городе. В один момент меня осточертела эта работа очень дико. И я решила просто заняться тем, чем давно хотела заняться. Я начала копить деньги и купила свой первый набор. Мой первый клиент – это был банан, который я купила в соседнем магазине через дорогу. Мой другой клиент была свинья, точнее шкура свиньи, которую она татуировала. И потом ее в тот же день съел наш соседский кот. Ты можешь вспомнить, что ты первое на человеке набила? На человеке это была татуировка на моем друге. Это была татуировка отсюда до сюда, на голени, получается, кинжал. Мы делали ее почти 7 часов. Этот человек несколько раз засыпал во время сеанса. Ну и, в общем, там получилась какая-то, не знаю, какая-то ножна и просто тупо капуста какая-то вместо цветка. А у тебя одна машинка или разные у тебя? У меня 2 машинки. Шейдер, лайнер. Шейдер – это машинка для закраса, для плотного, а лайнер – это для контуров. Лайнер, контур. Ну вот с этими машинками мы знаем, ты посетила тату-конвенцию, да? Как бы мы там все были. И расскажи, пожалуйста, поподробнее про нее. Как пришла идея пойти на тату-конвенцию, что ты там делала и что из этого... Я подумала, почему бы нет, почему не попробовать свои силы. Эскиз мы сделали с моей очень хорошей подругой. Она очень давно хотела себе татуировку с 2 животными. И я предложила ее обыграть как-то эскиз этот, вписать, может, в геометрию как-нибудь, чтобы это выглядело интересно. Там 2 хамелеона в геометрической фигуре. Тетраэдре. Нет, они... Тессеракте. Нет, это икосаэдр. Я совместила 2 стиля. Своих любимых. Датворк и лайнворк. Номинация называлась «Постмодернизм». Я бы на самом деле определила эту номинацию как фристайл. Все зависит еще от настроения вообще, как ты делаешь работу, в каком состоянии ты находишься. А какие работы ты не любишь? Первое – это трайбула, естественно. Второе – мне не нравится биомех. Иероглифы набивать. Нет, иероглифы тоже в принципе. Третий? Вообще вот такие работы там маленькие, бесконечный знак, всякие такие цветочки там маленькие, красивые с узорчиками. Вот здесь, вот здесь, звездочки, вот эти вот всякие мелкие. И последнее? И мне не нравится трэш-полька. У меня сейчас тут мозг споткнулся, если до этого я как-то еще более или менее мог понять, о чем идет речь. Что такое трэш-полька? Знаешь, какая фишка? Типа вначале в черно-белой фотографии какая-нибудь, там какой-нибудь красивой бабы. Хоп. Или гранату там, может, пистолет. Граната, да, не в тему неожиданно. И там потом берут просто такой кусок, краски красной. Это выглядит как-то очень несобранно, неорганично, мне не нравится. Вернемся к твоим любимым жанрам, да? Допустим, дотворк. Мне нравится геометрический дотворк. По-моему, это очень сложно. Это очень сложно. Мало того, что ты просто сидишь и забиваешь каждую эту точечку, чтобы она по тональности так как-то выделялась, фактура какая-то имелась. Нужно еще просто идеально, ровно это все сделать. Нужно соблюдать симметрию. И вообще... На самом деле же для дотворка есть машинки специальные, не обязательно да, есть специальные машинки, но, к сожалению, у меня нет этой машинки. Я каждую точку сижу так прям муторно, сижу и забиваю так, и думаю про себя. Сейчас в этот момент можно просто словить дзен.
Сидишь и забиваешь, и думаешь, как хорошо, наверное, получится потом в конце. Мы сегодня займемся художественной татуировкой в стиле дотворки и лайнворк. Эскиз мой. Это женщина, у которой есть какие-то рога в виде веток, немного точек, ожерелья в виде бус. Прям очень красивая женщина, очень красивый эскиз. Вот все необходимо для того, чтобы сделать татуировку. Вначале я все свое рабочее место покрою пленкой, чтобы туда не попадала грязь. Это простая пищевая пленка. Используется спирт, используется вазелин, чтобы повреждений было меньше. Татуировки лучше делать в переходящее время года, весной и осенью. Меньше вероятность того, что попадет какая-либо грязь и вообще какие-то повреждения. Я наливаю пигмент, немножко прямо, ничего страшного. Сейчас нужно будет перенести татуировку. Для этого есть специальная бумага, называется трансфер. Ну, сейчас я переношу эскиз. Я заранее проспиртовала в рабочих вещах. Теперь я беру специальную жидкость для переноса трансфера. Так, эскиз рядом поставлю. Смотрите, ориентироваться на него. Мы берем контурную иглу. Есть контурная игла, есть игла для закраса, называется магния. Ну, она похожа на метлу чем-то, не знаю. Ну, по крайней мере, у меня вызывает именно такие ассоциации. Затягиваю резинкой, чтобы колебания было меньше. Беру наконечник, тоже одноразовый. Мы собрали машинку. Тут, получается, наконечник у нас, тут находится игла. Тут, получается, держим, за счет чего и делается татуировка. Вот мы надеваем клипкорд, нажимаем на педаль. Мне кажется, самое сложное — делать контур в тех местах, где он геометрический. Очень сложно делать геометрию вообще в целом. Погоди-ка. Точно вообще. Ну, в общем, собственно, татуировка сделана. На все про все мы потратили это примерно около 1,5 часа. Ну и все, в принципе. Мои друзья из Санкт-Петербурга, которые как бы, ну, и в Якутске-то и не жили, и никакого отношения не имеют. Когда я недавно собирался туда съездить, они сказали: можешь, пожалуйста, купить в магазине книжку с якутскими узорами, мы бы хотели тут забиться и ребятам в тату-салон принести, им тоже очень интересно. Как бы люди интересуются узорами якутскими. Ну, якутские узоры, они сами по себе уникальны, еще раз скажу. Но и в них какая-то симметрия есть красивая. Есть похожий, допустим, стиль, но маори, да? И, может, за счет этого как-то прельщает ребят Запада именно якутская татуировка. Один из узоров, самый большой на плече. Этот узор вышила женщина для мужчины, пришедшего в Срединный мир с высокой целью. Вторая, которая находится вот на этой части, это часть большого древа жизни. Вся рука сделана не только в якутском стиле, но и с геометрией какой-то определенной. То есть мы пытались с мастером сочетать. Я вообще очень сильно люблю Якутию во всех ее проявлениях. И мне хочется запомнить, что я здесь родился, что я как-то связан с Якутией. И я, честно, горжусь этим. Якутский орнамент, как и всякий этнический, берет свои истоки в мифологии, мистических представлениях и наскальных изображениях, которые представляют собой символы. Символ, да, это первое воплощение, материальное воплощение духовной идеи. Энергия мысли сконцентрировалась и выдала знак. По классификациям якутский орнамент делится на геометрический и растительный. Видов же огромное множество.
Главным мотивом растительного орнамента бывает какой-то цветок. У нас, скажем, лилия даурская, да, саранка или сардана по-якутски. Это называют лирообразным рисунком. Он имеет такую специфическую форму. Считают одни, что это вот растительный орнамент, оттуда берется начало, а другие говорят, что это лаконизированная форма головы животного. Эти узоры мы видим повсюду. Одежда, посуда, украшения. Орнаменты имеют конкретное назначение. К примеру, на рукавах и на подоле одежды как оберег и защита от злого духа. Чем проще орнамент, как мне кажется, тем он глубже по содержанию, по смыслу своему. Скажем, шахматный узор. Вот представьте себе, что черное и белое – это как «да» и «нет». 0, 1. День, ночь. И это цикл. День, ночь, день, ночь. Когда на круглом предмете эта окружность замыкается, то мы видим как бы пожелание бесконечного цикла дней и ночей. То есть это символ вечности. В большинстве ритуальных чоронов первая опояска – это полосочки сверху вниз. Это как бы дождь. Снизу вверх – это растущая трава. Следующая опояска идут такие дуги – это радуги. Каждая опояска может быть расшифрована. Любой фундаментальный символ, знак, образ – это прежде всего мысль. Орнамент в таком понимании – это и есть своеобразный язык. Каждый из видов якутского узора имеет свое значение, несет свою функцию. Каждый из них насыщен вот этой закодированной мольбой, можно сказать, о благополучии, об охранении, обереге жизни. Энергетика и татуировка. Татуировка может, говорят, изменить жизнь человека. И не только человека, но и мастера. Ну, не знаю. Если честно, мне кажется, что вообще нет такого как бы понятия, как энергетика татуировки. Там, не знаю, какие-то там чары там могут произойти. Там, она может кардинально там твою жизнь изменить. Каждая татуировка для каждого человека имеет свое собственное личное обозначение. Ты ответила на все наши вопросы, которые у нас возникли. Спасибо тебе большое. Исчерпывающе и полностью, так сказать, мы сможем подвинуться, распрямить свои косточки и сказать, что с вами была телепрограмма «Пропеллер». Увидимся ровно через 1 неделю. Заходите на нашу страничку ВКонтакте. Проб ТВ. Всего вам доброго и до новых встреч, друзья. Пока. Всем пока. Let's kick it.